Лечение мочекаменной болезни. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия. Это метод лечения мочекаменной болезни без операции и без каких-либо разрезов или проколов. Ударная волна проникает через тело человека, не повреждая его структуры, а сталкиваясь с мочевым камнем, который находится в почке, мочеточнике или мочевом пузыре, приводит к его разрушению. Метод дистанционной ударно-волновой литотрипсии используется, как правило, при камнях не более 1 см в диаметре, которые находятся в основном в почечной лоханке или почечных чашечках. Перкутанная нефролитотомия, нефролитолапоксия. При более крупных, более 1 см или множественных камнях почки используется другой метод лечения, который называется перкутанная нефролитотомия или нефролитолапоксия. Суть метода заключается в том, что через прокол в почку вводится зонд, по которому непосредственно к камню подводится лазерное волокно, и под действием лазерной энергии камень постепенно разрушается до мелких осколков, которые в дальнейшем удаляются из почки. Перкутанная нефролитотомия при карловидном камне. Иногда камни почек достигают очень больших размеров и заполняют практически всю ее полостную систему, лоханку и чашечки. При таких камнях также применяется метод перкутанной нефролитотомии или нефролитолапоксии. Разрушение камня может осуществляться как лазером, так и ультразвуковыми волнами. Трансуретеральная контактная литотрипсия камней почечной лоханки. В некоторых случаях при относительно небольших камнях почечной лоханки или чашечек разрушение камня осуществляется с применением уретерориноскопа, который вводится через мочеиспускательный канал. По нему непосредственно к камню подводится лазерный зонд, и далее камень разрушается под действием лазерной или ультразвуковой энергии. Осколки камня удаляются при помощи специальных щипцов. Трансуретеральная контактная литотрипсия камней мочеточника. Если мочевые камни находятся в мочеточнике, также используется трансуретеральная контактная литотрипсия. Через устье мочеточника к камню подводится специальный инструмент – уретероскоп. Через него подается лазерный зонд, и под действием лазерной энергии камень разрушается. Чтобы осколки камня не попали вверх в почку, используется специальная корзина Граспер, с помощью которой осколки и удаляются из мочеточника. Мочеточниковый стенд и нефростома. При мочекаменной болезни достаточно часто камень не может выйти из почечной лоханки и закрывает так называемый лоханочно-мочеточниковый сегмент. При этом почечная лоханка растягивается мочой и развивается почечная колика. Эта проблема решается двумя способами. Либо через мочевой пузырь в полость почки устанавливается мочеточниковый стенд, либо с помощью прокола в поясничной области в почечную лоханку вводится дренирующая трубка – нефростома. Оба этих способа позволяют опорожнить